Толстой. Филиппок, был. Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему: «Куда ты, Филиппок, собрался?» «В школу. Ты еще мал, не ходи». И мать оставила его дома. Все ребята ушли в школу, отец еще с утра уехал в лес, а мать ушла на подъемную работу. Остались в избе Филиппок да бабушка на печке. Стало Филиппку скучно одному. Бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел, взял старую отцовку и пошел в школу. Школа была за селом, у церкви. Когда Филиппок шел по своей слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила жучка и залаяла, а за жучкой большая собака-волчок. Филиппок бросился бежать, собаки за ним. Филиппок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал: «Куда ты, постреленок, один бежишь?» Филиппок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе, на крыльце никого нет, а внутри слышны гудящие голоса ребят. На Филиппка нашел страх, что как учитель меня прогонит, и стал он думать, что же ему делать. Назад идти, опять собака. Заезд в школу идти, учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит: все учатся, а ты что тут стоишь? Филиппок не пошел в школу. Сенцак снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полная ребят. Ребята все кричали свое, и учитель в красном шарфе ходил посередине. «Ты что?» – закричал он на Филиппка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. Да ты кто? Филиппок молчал. Или ты не мой? Филиппок так напугался, что говорить не мог. «Ну так иди домой, коль говорить не хочешь». Филиппок рад бы что сказать, да в горле у него от страха пересохло. Филиппок посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учитель стало жалко его. Учитель погладил ему по головке и спросил у ребят: «Кто этот мальчик?» «Филиппок?» «Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просится в школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришел в школу». «Ну садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала тебя в школу». Учитель стал показывать Филиппку буквы, а Филиппок их уже знал. И немножко читать умел. Учитель сказал: ну-ка покажи, сложи свое имя. Филиппок сказал: хви, ли, пиок, пок. Все засмеялись. «Молодец», — сказал учитель. «Кто же тебя учил читать?» Костюшка, я бедовый, я сразу все понял. А еще я страсть какой ловкий. Учитель засмеялся и сказал: ты погоди хвалиться, а поучись. С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу.